Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня на белом песочке посмотрим такую тему. Что случится со дня на день? К чему нужно готовиться? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, назовите свое имя и загадайте на себя. Так и спросите, что случится со дня на день, к чему мне нужно готовиться. Я думаю, вы настроились, мои дорогие. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же попросим высшие сферы нам показать, что случится со дня на день, к чему нужно быть готовым, либо к чему готовиться. Мои милые, хочу всех поблагодарить за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Я всем безумно благодарна, потому что ваша поддержка, она с каждым днем все больше и сильнее. Меня это очень сильно наполняет, дает мне стимул работать и создавать для вас гадания. Спасибо вам еще раз. Так, ну давайте посмотрим, что случится со дня на день. Ну вот, видите, это вы. Вы очень красивая, либо красивый, да. Я буду рассказывать для женщин, потому что все-таки я как женщина, мне так удобнее. Мужчины могут переворачивать на себя. Я вижу вас в каком-то красивом, элегантном наряде. Либо вы будете примерять красивый, элегантный наряд, либо вы будете что-то покупать, продумывать свой стиль, продумывать свой имидж. У кого-то идут улучшения по здоровью, потому что человек, когда красивый, значит, у него по здоровью идут улучшения. Человек может исцелиться, почувствовать себя гораздо лучше. У человека может поменяться качественно жизнь, то есть настроение улучшается. Жизнь играет какими-то прекрасными красками. Вы, вот смотрите, вы смотрите в какой-то гаджет, либо в зеркало, вы собой любуетесь. И у многих еще отыграется, вот видите, человек держит чашу жизни. У кого-то это отыграется как поход в какое-то место, где вы можете посидеть, действительно поднять бокальчик, да, чего-то выпить вкусненького, хорошо провести время. У других же это действительно отыграется как улучшение по здоровью, исцеление, оздоровление, решение каких-то тяжелых вопросов, проблем, которые тяготили вас, не давали вам покоя. А также может быть еще и момент любви, влюбленности. То есть человек начинает любить. Вот эта чаша, да, она в чашу любви превращается, она через край. Вы чувствуете себя счастливым, бабочки в животе, и вот она, прекрасная пора. Так что, милые, все будет у вас просто замечательно. Вы в основании, вы стабильны, вы четко стоите на ногах. Здесь нет ничего иллюзорного, здесь нет ничего, что могло бы вас пошатнуть. Вы на правильном пути. Вы на правильном пути, вы цветете, как говорится, пахнете. Все будет просто замечательно. Дни идут наполненные, дни идут вот прям весомые, да. Есть что вспомнить, есть чем насладиться, есть чему порадоваться. Дальше. Вопросы, проблемы как-то вас не тревожат. Они вот как-то у вас на второй план уходят, потому что очень много энтузиазма, очень много сил. Даже тут такое состояние, да, что проблемы и вопросы от вас убегают, разбегаются, потому что вы их, ну, как семечки, да, как-то щелкаете, очень быстро решаете. Ничего не боитесь. Вам тут никто даже наперекор сказать ничего не может. У вас настолько решительный взгляд, настолько ваши глазки блестят, что, ну, люди пасуют, проблемы пасуют, люди пасуют перед вами. Поэтому время неплохое, даже просто прекрасное, я бы даже сказала. Так, единственное, что вас может омрачить, вопрос на работе. Какие-то столкновения с человеком, который либо с вами конкурирует, либо это ваш какой-то руководитель. А может быть два в одном, да, ваш руководитель с вами конкурирует, потому что, ну, видит человек, да, видно, оно же всегда видно, если кто чем занимается, да, кто чем владеет. Тут пикировки будут, тут придется, знаете, как, то есть человек такой сложный, да, сложный, и у многих может отыграться, что недалекого ума, а с такими людьми еще сложнее. То есть человек, ну, как
понимаете, не ведает, что творит. Вот здесь придется немножечко вам поздержать себя, свои эмоции, понимать, что в данной ситуации, в данном случае вы никак не можете повлиять. Если вы будете спорить, ругаться, ну, да, вы будете потом себя плохо чувствовать. Если вы будете, ну, наоборот, как-то, да, промалчивать, умалчивать, то человек просто обнаглеет и, извините, на шею сядет, ножки свесит. Здесь нужно выбирать какую-то золотую середину. Здесь нужно, может быть, действовать через этого человека, либо в обход этого человека. Постарайтесь, да, такую вот политику выработать, либо такую тактику поведения, чтобы этот человек, ну, не имел возможности на вас как-то повлиять, либо к чему-то вас принудить, либо вмешаться в то, чем вы занимаетесь. Здесь бы я, конечно, посоветовала вам, возможно, к более высокому начальству обратиться, не постесняться, а рассказать, как есть, что происходит, поделиться своим мнением и своим впечатлением. Поверьте, это будет очень хорошо для вас, потому что для вас, кстати, откроются какие-то тайны, да, что, может быть, человек ходил там и вас обгаживал, да, говорил, что вы там нерадивый сотрудник, что вы там постоянно ошибаетесь, какие-то там, может быть, проблемы из-за вас, да, то есть, как бы, по крайней мере, вы оправдаете свое честное имя, сможете доказать, что это все наклеп, да, что человек просто на вас наврал. Так, еще, кстати, может быть, да, борьба за какое-то место с коллегой, да, человек вот прям как с цепи сорвется, да, как будто бы, ну, последние остатки разума потерял. Вот и подавайте мне это место и все. Вот хочу и все. Даже если оно мне не подходит, я все равно хочу. Ну, здесь, еще раз говорю, тут нужно именно идти тут к тем, кто выше. Потому что ситуацию то разрешат только те, кто выше находится. Дальше. Момент с соседями тоже может отыграться у некоторых. Может быть, какие-то неприятности, может быть, там залили, затопили, громко там, может быть, топчется, либо ремонт какой-то вот невпопад начинают делать, да, беспокоит вас. То же самое, разговаривать напрямую абсолютно бесполезно. Здесь нужно действовать через правоохранительные органы, либо, может быть, я не знаю, правозащитные какие-то органы. Здесь нужно подумать, как бы этот вопрос решить. Но я так понимаю, что у вас это не ситуация сегодняшних дней, это уже какое-то время тянется, просто мы входим в ситуацию апогея, да, когда страсти накаляются, когда ситуация вот все выше и выше поднимается. Здесь будет принято решение, но оно будет принято не вами, не вашим оппонентом, а вот именно вышестоящей какой-то инстанцией, либо вышестоящим человеком. То есть разрублена будет эта ситуация и исчерпает себя весь этот конфликт, перестанет существовать. Но я вам сказала, да, не ходите в рукопашную, а идите вот именно умным путем, да, через специально обученных людей, да, вот если правильно сказать. Так, еще момент с любимыми. Момент с любимыми будет будет очень много романтики, очень много нежнятины будет, но почему-то очень мало коннекта, вот именно физического. Вот физический коннект, он немножечко хромает. Либо хочется больше, и как-то по времени вы не успеваете, да, друг другом насладиться, либо между вами какое-то расстояние, между вами могут быть какие-то вопросы, блоки, ограничения. Работа, опять же таки, да, может очень много времени отнимать. То есть физически мало, не хватает, либо вообще отсутствует. Но зато эмоционально все замечательно. Кто влюблен, тот чувствует себя просто прекрасно, скучает, тоскует, да, и сердце наполняется бабочками, животик наполняется бабочками, когда вы общаетесь. Вот. Какая-то девушка, женщина узнает о тайном поклоннике, не выдержит человек, признается, расскажет, как есть. Очень приятно будет это все слушать, но потом будет немножечко непонятно, что с этим дальше делать. Да? Вроде как человек признался, замечательно, меня любят, а потом следующий вопрос, а что теперь делать? Что мне теперь с этим всем делать? Ну, я оставлю это на ваше рассмотрение, решайте сами. Тут я вам не советчик, песок тут информацию не дает, потому что каждый решит для себя. Но знайте, что вас ждут романтичные ухаживания, ждут вас подарочки, ждут вас какие-то вот прям теплые слова, нежность глаз, да, то есть человек будет очень стараться, чтобы вас в себя влюбить, да, либо расположить. Дальше. Упрямые моменты, связанные в семье, может быть, даже с родственником. С кем-то вы будете
пикироваться, потому что будут разные взгляды на ситуацию, либо на обстоятельства. Вы хотите одно, ваши родственники хотят другое, и как пошло-поехало, да, кто-то кому-то должен уступить. Но я вижу, что здесь не будет уступок, тут будет какой-то компромисс. Вот, скорее всего, вы как-то в последний момент этого барашка, да, нагнете. Вы придумаете, может быть, какую-то хитрую схему взаимовыгодного сосуществования, когда, и, как говорится, и вашим, и нашим. Я не могу понять, что это, но вижу, что вы этого барашка, видите, за рога держите. То есть сможете выровнять ситуацию, примирить оппонентом, либо примириться самостоятельно, да, вот со своим оппонентом. То есть ситуация будет решена. Поездок дальних я у вас на ближайшее время не вижу, а если они будут, то они будут какими-то быстрыми, не проблематичными, не обременяющими. Как-то быстро все решится. У большинства людей дороги короткие. И в этих дорогах вы решаете очень много вопросов, каких-то много покупок совершаете. В общем, знаете, как хочется сказать, сорите деньгами. Сорите, но сорите так, что вам приятно. То есть вы о потраченных деньгах вообще нисколько не жалеете. Вот все, что вы делаете, все, что вы покупаете, где вы бываете, вам там очень приятно. И вы понимаете, что вы это делаете, либо покупаете по любви, либо от любви. Да? Вот какой-то такой теплый момент происходит. У вас очень хорошее настроение, кстати. Очень. И тут практически ничего не может омрачить это хорошее настроение. Вы как будто бы сами изнутри сияете, да? Себя заряжаете каким-то добрым, теплым позитивом. Так, у кого детки, либо кто беременные девочки, вот прям что-то кушать нельзя. Либо какой-то соблазн, чего-то вы покушаете, потом себя не очень хорошо почувствуете. Либо ребеночек, да, вот, может быть, аллергия начнется, да, чего-то не того скушает. Смотрите, пожалуйста, за своим рационом и следите за тем, что кушает ваш ребенок, особенно маленький ребенок. Так, да, и, кстати, там бабушки, дедушки, которые присматривают за детьми, тоже, знаете, как любят там подкормить лишний раз, там, может быть, какими-нибудь цитрусовыми, либо конфетками, да, вот что-то какая-то может быть реакция в виде покраснений и вот чешется, беспокоит. Ну, антигистаминная вам в помощь, поэтому лучше, конечно, за собой следить, за ребенком, но если уж случилось, то случилось. Так, и еще какие-то приятные новости в воздухе летают. Это еще не факт, но это уже какие-то, вот знаете, вот нотки позитива, нотки надежды в воздухе начнут летать. Знаете, у вас как будто бы надежда появляется. Надежда вот на будущее, на жизнь, на, не знаю, на судьбу. Вот это не только с вами связано, это как будто бы связано с целым обществом, с многими людьми. Очень такие, знаете, приятные вести начинают приходить. Это еще не сформированная новость, это еще там не закон, но что-то приятненькое уже начинает летать, уже, знаете, как-то теплеет, и вы себя начинаете чувствовать позитивнее. Настроение поднимается, и вот с позитивом вы идете дальше по жизни. Мои дорогие, еще хочу предупредить, обратите особое внимание на свои сны. У многих буквально вот в течение нескольких дней будут очень яркие сны, и сны, которые будут очень информативны, вот дословно информативны. Вот что вы будете видеть во снах, то и будет дальше происходить в вашей жизни. Многие могут получить подсказку, как поступить, что делать. Время какое-то, вот у вас над головой звезда загорается, время волшебное, то есть время, когда высшие силы имеют к вам доступ, да, могут вам помочь, подсказать, не знаю, там отвести, привести в нужное время, либо людей нужных привести и подвести к вам. Будьте внимательны. Мои дорогие, на этом все. Если отсыпочка вам понравилась, была полезна, не забудьте отметить ее лайком. Всем спасибо за внимание, всем добра, всем пока-пока.